Далее смотрите брифинг о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. У нас в республике продолжается предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей и ветеранам СВО. На основании законов республики, указов главы республики, постановлений правительства на сегодня 250 семей получили возможность газифицировать свои жилые дома. 967 родителей прошли санаторно-курортное лечение, а 694 членов семей военнослужащих получили возможность съездить к месту лечения участника СВО. В медицинских и социальных учреждениях республики, в том числе в Государственном санатории республики в Бесчегда в Московской области, 5414 участников СВО и членов их семей получили социальную и медицинскую реабилитацию. 43 человека получили компенсацию стоимости обучения по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 788 человек получили социальные услуги в форме обслуживания на дому и в полустационарной форме. В службы занятости республики за помощью в трудоустройстве обратилось 1422 человека, в том числе 666 – это участники специальной военной операции и 756 членов их семей. Из количества обратившихся 268 человек направлены на профессиональное обучение, а 825 человек у нас трудоустроено. Напомню, что в Республиканском техникуме-интернате стартовал набор участников специальной военной операции с инвалидностью на бесплатное обучение. В техникуме организована профессиональная подготовка и курсы повышения квалификации для ветеранов СВО, в том числе для тех, кто получил инвалидность в зоне проведения СВО. Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Добрый вечер. Вначале коротко о темах. Лед взорвали на реке Лени в Намском районе. В результате взрыва разрушено ледовое поле. Ледоход возобновился. Сегодня по всему миру отмечается День музеев. Этот праздник особенный для жителей Усть-Алданского улуса. Карта, компас, скорость. В Амгинском районе определили лучших юных ориентировщиков. 87 спортсменов из 5 школ вышли на старт. Усть-Алданский улус усиленно наблюдает за паводковой обстановкой. Так, на реке Лени по оперативным данным в селах Хагаратах, Ханагор и Арытит вода постепенно убывает, а обстановка на реке Алдан остается неизменной. В селе Дыгдал критическая отметка составляет 10 метров. Фактический уровень воды достиг до 9 метров 42 сантиметров, а в Черекчае за последний час уровень воды поднялся на 7 сантиметров. До критической отметки осталось 84. В селе Дыгдал развернут пункт временного размещения населения. Скот и лошади все отогнаны на непотопляемые места. По реке Лена в населенном пункте Огородтах и в населенном пункте Хоногор фактически уровень воды в обеих населенных пунктах составляет 902 сантиметра. За последние 4 часа вода убыла и составляет минус 17 сантиметров. Ледоход на реке Лени достиг Намского улуса. В районе объявлен режим повышенной готовности. В зону возможного затопления весенним половодьем в районе подпадают 18 населенных пунктов. В эти минуты сохраняется напряженная гидрологическая обстановка. Проведен отгон крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места. Под селом Второй Хомустах в местности Селех проведены взрывные работы. В результате взрыва затор ликвидирован, ледоход возобновился. Спасателей прибыло 5 человек, одна единица техники – это бурлак для эвакуации населения при случае ЧС, если уровень воды будет повышаться. Плавсредства лодка 500 для перевозки, уже непосредственно работать на воде с мотором. И также гидрокостюмы для спасения на льду, чтобы спасатель работал уже независимо от техники, от лодки. И также у нас альпинистское снаряжение – это для воздушного судна, если оно потребуется, работать с воздушного судна. На прошлых выходных в Верхневилюйске прошла насыщенная программа, приуроченная к Международному дню семьи. Один из самых добрых и светлых праздников собрал множество жителей на муниципальной площади. Самая главная ценность – это благополучие в семье.
В этот замечательный день семье Васильевых, Василию Андреевичу и Баруре Марковне вручили знак «Семейная доблесть». Они прожили вместе более 60 лет. Это прекрасный пример здоровых, теплых отношений. Я им сегодня показала первую книгу, где они подписали в 1966 году, где они расписались. Они увидели свои подписи, очень были счастливы. Также происходит не только празднование, но и производятся консультативные мероприятия нашими коллегами, также и нами, клиентской службой. Это Центр занятости населения, Управление социальной защиты населения и Социальный фонд клиентской службы. Прямые вопрос-ответ получить можно непосредственно здесь, на месте. Кроме концерта на площади, сотрудники управления спорта провели подвижные спортивные игры семьям, а Улусный совет женщин организовали настольные игры для всех желающих. Мы провели игры, настольные игры, интуиция, руки-ноги и, конечно, классики. Прошло очень задорно, весело, и стар, и млад, и не только один раз, а по несколько раз играли с нами в наши игры. В Музее истории и этнографии прошли мастер-классы, лекции с психологом, экскурсии, а также просмотр мультфильма с интересной историей. И, пользуясь случаем, я рассказала историю своей прабабушки, которая во время пурги пролежала 9 дней под снегом, выжила и родила 8 детей. Про нее мы нашли историю в журнале «Нива» 1898 года. Исследователь Йохельсон написал про нее статью, взял у нее в то время интервью. Вот ее фотография. Ее звали Екатерина Васильевна или Темир Катерина. Видео сделала праправнучка со своей дочкой для участия в НТК. Семья – главный источник любви, поддержки и воспитания. Валерия Золотарева, Верхнеуфалейск. Вручены премии главы Якутии за вклад в развитие музейного дела по итогам 2025 года. Премия вручается с 2005 года. Она стала одним из символов признания вклада в музейное дело. В этом году мероприятие приурочили к Международному дню музеев. Лауреатов определили в 3 ключевых номинациях. Лучшим попечителем и меценатом прошедшего года стал Николай Кирьянов. Звание «Музей года» получил Чурапчинский музей истории и этнографии имени Андрея Савина. Лучшим музейным сотрудником же стала специалист Национального художественного музея Сардана Посельская. В этом году мы в республике объявлен главой нашей республики Сеном Сергеевичем Николаевым годом культуры. И год культуры в нашей республике – это прекрасный повод для того, чтобы именно обогатиться, взаимообогатиться культурными мероприятиями, культурным обменом. И в этой связи именно музейное искусство и музейное творчество, музейная деятельность является одним из самых ключевых факторов и слагаемых. К 160-летию со дня рождения Василия Никифорова Кюльмнюра в Литературном музее Якутска открылась выставка в его честь. В экспозиции представлены уникальные экспонаты из фондов музея, Национального архива и Национальной библиотеки, рукописи, книги и альбомы. А также родственники Василия Никифорова предоставили уникальные семейные реликвии, письма, фотографии, личные вещи из архива семьи, включая награды, старинные медали и знаки отличия писателя. Выставка обширно показывает жизнь и деятельность выдающегося общественного деятеля, одного из основоположников якутской литературы, предводителя якутской интеллигенции начала XX века. Сегодня эта выставка в музее – это очень волнительное событие для всей нашей семьи, потому что семья Василия Васильевича впервые участвует в такой выставке. Мы предоставили экспонаты, которые долгое время хранились только в нашем доме. Я бы сказала от себя, что все-таки Василий Васильевич для меня это родной, живой человек. И здесь, когда про это все думаешь, ты видишь эту связь, которая проходит из поколения в поколение.
Также в честь 160-летия в Музее истории и краеведения Усть-Алданского улуса открыли выставочный проект «Свидетели истории. Старинные артефакты», где выставлены исторические экспонаты из фондов Дюбсюнского, Тандинского музеев и Чиранского литературного музея. А также семейные реликвии жителей нашего Усть-Алданского улуса. Каждый экспонат рассказывает свою историю, и мы приглашаем наших гостей и жителей улуса познакомиться с данной выставкой. В Горном Улусе в рамках Года здоровья в 3-й раз прошел творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Организатором события выступил Центр развития детей Карачан-Мылар. 36 воспитанников из 8 детских садов представили яркие номера, читали стихи, пели, танцевали, демонстрировали моду и даже играли на ударных инструментах. Компетентное жюри высоко оценило мастерство юных дарований и вручило им заслуженные награды и призы. Праздник прошел в теплой и торжественной атмосфере. Нам бы хотелось, что наш конкурс вышел на республиканский уровень, потому что с детьми с ограниченными возможностями очень трудно, и почти нет таких конкурсов, как я знаю, и поэтому мы планируем выйти на республиканский уровень. Состоялось традиционное первенство Амгинского улуса по спортивному ориентированию в рамках комплексной спартакиады школьников. На дистанции Амгинского азимута вышли как опытные спортсмены, которые не раз участвовали в различных соревнованиях по спорториентированию, так и совсем начинающие ориентировщики. Вооружившись картой и компасом, школьникам предстояло как можно быстрее найти до 10 контрольных пунктов, спрятанных в разных уголках местности. Протяженность дистанции достигала 2-3 километров. В соревнованиях приняли участие 87 спортсменов из 5 школ района. По итогам соревнований победу одержала команда Амгинской СОШ номер 1. Каждый участник участвует в личном первенстве. Выдается по каждым возрастам, и мальчики, девочки бегут по разным картам. У каждого возраста своя карта. Я занимаюсь спортивным туризмом уже 3 года примерно. И в основном мы занимаемся ориентированием и лыжами. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.